пока мы оспаривать какие-то решения не научились. Считается, что все-таки это инициатива, которая исходит от той лоббистской группы, которая не хочет развития родных языков, государственных языков. Лично я настоящий законопроект, который исходит от Госдумы, не связываю с событиями в Йошкар-Оле. Но есть некий Рубикон, ниже которого дальше опускаться наезды на федерализм не будут. Вы, как татарин, вам это не стыдно за такой призыв? Президент Российской Федерации – это не та фигура, которая мы должны считать, что он делает все действия правильно. После его слов запретили обязательно преподавание татарского в школах. И сейчас вы обращаетесь: Владимир Владимирович, помогите. Я не могу понять. Вы, наверное, еще и голосовали за него. Добрый день. В нашем проекте «Реальные люди» сегодня заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи Айрат Файзрахманов. Айрат, добрый день. Всем здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. И давайте сразу начнем с первого вопроса. 26 апреля пройдет в Казани акция «Мин Татарча Селяшем». И вопрос у меня в том, как так вышло, что эта акция является, по сути, единственной, которая поднимает и сохраняет, поддерживает существование татарского языка. Я один момент очень важно скажу, что эта акция не одномоментная, она проходит это месячный марафон, такой получается. По сути дела, вся та работа, которую мы делаем в Всемирном форуме татарской молодежи, она направлена все равно на актуализацию татарской культуры, татарского языка. Например, татарский диктант. Нас спрашивают, почему не 26 апреля. Мы, наоборот, хотим, чтобы это разнились эти мероприятия. Или же Песчан-базары, фестиваль татароязычной городской культуры. Мы тоже можем было приурочить. К апрелю у нас раньше так и было, к дню рождения, к дню смерти Тукая было приурочено. Сейчас мы тоже разносим эти мероприятия, чтобы их было побольше и в течение всего года. За другие организации отвечать не могу, честно говоря. Мы работаем такой командой слаженной в течение уже 3-4 лет. И наша цель – это создавать актуальные городские форматы татарской культуры. Не кажется ли вам, что ваша цель должна заключаться как минимум в сохранении татарского языка, который татары потеряли? Да, сохранение термин вообще абсолютно не нравится. Мы больше говорим о развитии. Развитии как раз именно разных интересных, актуальных форм. А что касается борьбы за язык, мы этим тоже занимаемся. У нас тоже есть гражданская активность. Мы постоянно пишем письма относительно, например, использования татарского языка в городском пространстве, вообще в Республике Татарстан, относительно применимости тех законов, которые есть, закон о языках, к этому перейдем. И сейчас мы, например, как сразу Государственная Дума начала говорить... К этому как раз сейчас перейдем. Тоже, этим мы занимаемся. Осенью, когда была эта ситуация, мы одни из самых первых начали об этом писать, говорить. Ни одной акции крупной не было. Как не было? Какая? То есть официальная. Чтобы люди вышли. Не в интернете писать. Был День Конституции, который мы посвятили концерт, и, естественно, его темой все понимали, что тема прежде всего это языка. То, что было около Дворца земледелия. Мы достаточно много сил на это потратили. Где были только песни, и ни одного выступления. Естественно, это были ограничения, которые накладывали на нас, как на организаторов такого массового мероприятия. Кто накладывал ограничения? Мы заявляем цель, обычно, цель мероприятия. Это же не митинг, это же культурное мероприятие. Да, это культурное мероприятие. Естественно, изначально мы, конечно, заявляли митинг, несколько раз, несколько попыток было, 3-4 попытки были. Лично я участвовал в 3 попытках подачи заявления на митинг. К сожалению, это было не разрешено, и в конечном счете возникла идея проведения культурного мероприятия с таким месседжем о сохранении и развитии нашего родного языка. Почему, извините, Айрат, почему вы не обращались в суд, что вам не согласовали акции? Честно говоря, мы такими способами пока не пользуемся, и, может быть, не хватает какого-то опыта, может, не хватает смелости. Пока мы оспаривать какие-то решения не научились. Я думаю, это впереди. Я думаю, уже поздно. Поздно. Конкретно в случае ситуации с татарским языком.
Нет, вы сейчас же задали вопрос относительно митинга, да? Потому что тогда не было, вы не стали идти до конца, я об этом. Да, почему не вы конкретно, а Всемирный форум татарской молодежи в целом. Да, отдельные члены Всемирного форума татарской молодежи участвовали там в известных акциях, да, там перед. Это их добровольное решение было, да, перед Государственным советом, были флешмобы, да. Это тоже отдельная инициатива отдельных людей, но все это, можно сказать, что люди, которые всегда находятся рядом с Всемирным форумом. А почему сам Всемирный форум татарской молодежи вот официально не присоединялся к этим флешмобам вот около Госсовета, пение песен на улице Баумана? То есть вы говорите о конкретных людях из форума, которые как индивидуумы приходили туда, но не было такого, что Всемирный форум татарской молодежи поддержит акцию около Госсовета Республики Татарстан в поддержку или в защиту татарского языка. Нужно было официальное заявление, да? Нет, но вы говорите, да. что вот именно люди... Я думаю, об этом многие понимают, да, многие понимают, что какие люди участвуют. То есть, я думаю, многие чувствовали нашу поддержку в этом смысле. А относительно того, что официально поддержать, мы, во-первых, совсем думали, что такое нужно, да? Вот. Во-вторых, я думаю, что поддержим это, какой-то большой пользы бы это не имело. Мы принимали, кстати, петиции, да, мы помогали в распространении письма, да, связанные с обращением татарской интеллигенции. Мы были одни из самых первых подписантов. Мы помогали составлять текст письма, распространять и так далее. Это все было, и я не думаю, что наши действия были пустыми. Я считаю, как оказалось-то? Почему вы так не считаете? Запретили же обязательно преподавание Айрат? Обязательно преподавание не... вы понимаете, о чем я говорю, то есть 2 часа запретили преподавание татарского языка как государственного для всех граждан, для всех школьников, да, это произошло. Собственно, в этом-то весь собор. Я считаю, что вот та информационная кампания, которая была, последствия этой информационной кампании, когда люди все-таки не согласны с этим, это рано или поздно приведет к тому, что мы возвратимся еще к тому статус-кво, который был ранее. И вот говоря, как раз продолжая тему акции, которая пройдет 26 апреля, она пройдет на фоне внесенного в Госдуму законопроекта, который фактически предусматривает только лишь добровольное изучение национальных языков в регионах. Как вы относитесь к обращению Всемирного конгресса татар, который призвал отказаться от рассмотрения этого законопроекта? Всемирно поддерживаем это обращение. Естественно, та аргументация, которая в обращении Всемирного конгресса, мы тоже считаем, что это все очень правильно. Да. Всемирный форум татарской молодежи, это все-таки можно назвать молодежным крылом Всемирного конгресса татар. В этом смысле мы тоже являемся, мы присоединяемся к этому обращению. Но в то же время есть и другое обращение, в котором тоже участвует Всемирный. Да. А вот теперь вопрос. В феврале, если я не ошибаюсь, в конце февраля Всемирный конгресс татар в своем первоначальном обращении призвал граждан России принять участие в выборах президента России. За несколько дней до выборов Всемирный конгресс татар решил уж переобуться окончательно и призвал голосовать за Владимира Путина. Как обращение нынешнее по тому, чтобы не принимать и не рассматривать законопроект о добровольном изучении национальных языков, соотносится с тем, что Всемирный конгресс татар призывал голосовать за человека, который был инициатором того, что преподавание обязательного татарского языка в школах Татарстана больше нет? Я считаю, что Всемирный конгресс татар, да и много кто в республике не считает, что данный законопроект госдумовский, он инициирован конкретно Владимиром Владимировичем Путиным, да, или ближайшими его соратниками. Да. Считается, что все-таки это инициатива, который исходит от той лоббистской группы, которая не хочет развития родных языков, государственных языков. И есть некое ощущение, что есть борьба между вот этими лоббистскими группами, которые продвигают интересы регионов, республик. Да. Есть те, которые понимают необходимость этого, да, необходимость развития федерализма, и они тоже могут быть близки к администрации президента. И есть та группа, которая, например, летом 2017 года смогла все-таки свое решение
продвинуть, и чтобы с этим решением уже... Не надо недооценивать Да. Владимира Путина. Ну, То есть я к тому, да. что законопроект, внесенный в Госдуму, что его тогдашнее заявление в Йошкар-Оле и последующие действия, это по сути одно и то же. Только в одном Всемирный конгресс татар говорит: голосуйте за этого человека, который у нас отнял язык, у татар, потому что Всемирный конгресс татар. А потом они говорят: нет, не рассматривать законопроект, который вносит только обязательное преподавание национальных языков в школах, ну, то есть в республиках, в регионах. Да, я лично, Разница-то в чем? лично я настоящий законопроект, который исходит от Госдумы, не связываю с событиями в Йошкар-Оле. Потому что это одно и то же. Задача, поставленная Они тогда схожие, и в законопроекте, одна и та же, по сути. Нет, зачем? А почему нет? В первую очередь в Йошкар-Оле речь идет о том, что то есть, чтобы не превышало там количество государственный язык, не превышало количество русского языка, да, это Не все, в ущерб. Да, не в ущерб, что должно быть добровольно. Все, республики с этим согласились, они подняли руки, да. Ну и тут добровольно. Поднимали за это законопроект. руки. Здесь речь уже идет. То есть вот в Йошкар-Оле не говорилось, и вот мы на это тоже обращаем внимание. В Йошкар-Оле не говорилось о добровольном изучении предмета под названием родной язык. Речь говорилось о добровольном выборе языка. И в этом случае, апеллируя, например, к федеральному президенту, мы считаем, что это правильный адресат, потому что в его словах не было речи о том, что родной язык должен быть добровольным предметом. А именно к этому ведут авторы законопроекта. То есть они оказываются более, так скажем, активными, да, то есть они уже хотят идти дальше, они оказываются большим Путиным, чем сам Путин, да, там. Они более, там, может быть, даже активны, чем Ольга Артеменко, которая постоянно говорит о проблемах, этноязыковых проблемах в Республике Татарстан. Они в этом смысле оказались активны, чем вот эти лоббистские группы даже. Вы вот в петиции, в том числе автором, которой являетесь вы, петиции против вот этого законопроекта, которая набрала уже на момент 24 апреля свыше 3000 подписей, по-моему, практически 3,5, вы, обращаясь к Владимиру Путину, сообщаете, что вы, авторы и подписанты, убеждены, что Путин не допустит рассмотрения этого законопроекта. С чего вдруг? Вот я вам сейчас, дайте мне 1,5 минуты, я объясню, Да, чтобы мы друг друга поняли. То выступление в июле Владимира Путина, оно было неспроста. Верить лоббистские группы можно сколько угодно, и они, возможно, есть. Человек на протяжении энного количества лет пытается сделать Россию минимально федеративной. Она уже давно унитарное государство, по сути, но тем не менее. Суверенитета в каждом регионе все меньше и меньше. Единственный оплот – это Татарстан и Чечня. Чечня по одним причинам, Татарстан по другим. Отняли все у Татарстана. После его слов запретили обязательно преподавание татарского в школах. И сейчас вы обращаетесь: Владимир Владимирович, помогите. Я не могу понять. Вы, наверное, еще и голосовали за него. То есть человек, который отнял язык, не вы конкретно, я имею в виду, а судя по процентному соотношению, количество голосов практически не уменьшилось. Почему вы просите помощи у человека, который изначально отнял у учеников обязательно преподавание татарского языка в школах республики? Ну, во-первых, мы ориентируемся все-таки на электорат, на широкую поддержку. А широкая поддержка невозможна. Мы видим, да, по результатам, большое количество народа проголосовало за Путина. Да? То есть мы это не можем не учитывать. Апеллируя к президенту, именно к институту президента, да, не сколько, да, там, только к Владимиру Владимировичу, да, там, не только к фигуре, да, а сколько вот именно к институту федерального президента, так скажем, мы учитываем, так скажем, патерналистские, лоялистские такие отношения людей,
к российской власти. Это первое. Второе, я еще раз повторюсь, моя позиция в том, что я не связываю ешкарлинскую речь с законопроектом в том смысле, что в Ешкарле не шла речь о добровольном изучении такого предмета. Третье, почему именно мы обращаемся к президенту, а не, допустим, не Государственной Думы. Да? То есть, во-первых, конечная подпись стоит за президентом, да, после того, как Совет Федерации принимает. Во-вторых, законопроект еще проходит экспертизу. С ним может работать как правовое управление аппарата правительства Российской Федерации, так и администрация президента. То есть администрация президента, я считаю, по нашей информации еще нет достаточной правовой экспертизы этого законопроекта. Вот. Мы обращаемся к президенту с учетом того, что мы еще будем обращаться в Совет по межнациональным делам при президенте, Совет по правам человека. Да. Это все институты, которые сосредоточены вокруг института президентства в Российской Федерации. Именно поэтому мы считаем необходимым в первую очередь апеллировать президенту как четвертый фактор, как официальному гаранту Конституции. Что касается, так скажем, что касается того, что федерализм становится меньше, да, мы с этим согласны. Да, мы считаем, что в том числе и взгляды президента на государственное устройство, естественно, повлияли на процессы дефедерализации. Но есть некий Рубикон, есть некий, я думаю, уровень, да, ниже которого дальше опускаться наезды на федерализм не будут. Я в это верю. Я в это искренне верю, что есть понимание, что все-таки Российская Федерация это страна многонациональная, что это страна, в которой должны развиваться регионы, что это страна, в которой должна развиваться разные культуры, что возможно, есть такое понимание, что нужно нажимать, но не дожимать, что нельзя резать кур, несущих золотые яйца и так далее. Что есть такое понимание, что вот ниже этого уровня, все, это Рубикон. И наша цель в том, чтобы сказать, что вот это и есть Рубикон. Если мы сейчас родные языки сделаем факультативными, да, это тот Рубикон, после которого у людей просто в республиках это будет чувство массового отчаяния. Оно появится не сейчас, когда законопроект, возможно, примут, да, там, в мае или в июне 2018 года. Оно появится, когда начнется учебный год, когда родители будут чувствовать, что их ребенок изучает 1 час или вообще ничего не изучает, да, когда они будут чувствовать, что их дети гораздо хуже знают язык и культуру. Вот это уже есть, это уже есть, мы тоже считаем, что это все-таки решение оно было неверным, да? Но сейчас это еще больше по степени влияния вот этого законопроекта, я считаю, что он, это абсолютно уничтожение родных языков в республиках. У меня есть один вопрос. Оцените, пожалуйста, хоть вы как молодой человек, и сейчас я буду спрашивать у вас, чтобы вы оценили Минтимера Шаймиева, оцените, пожалуйста, его действия в период языкового конфликта осеннего 2017 года. Насколько вы считаете, он сделал максимально все, чтобы как-то защитить преподавание татарского языка? Кулуарно ли, публично ли, как угодно. Оценить, поставить оценку? В смысле, считаете ли вы, что он сделал много и сделал недостаточно, может быть, был не очень громок, как хотелось бы вам или другим татарам? Прямо, как сказать, мы даже я лично, да, не рассматриваю, что там Тимер Шарипович должен был это сделать. Почему? Не сделал. Нет, ладно, почему? Это что его не должен? право. Это его право.
значит, считает так нужно, да. Так он же чуть ли не отец всех татар. Его тут боготворят. То есть действия, да, были там на Конгрессе, да, высказывалось Да. мнение. Не только на Конгрессе, да, там просто ряд СМИ, насколько Пару раз там, да, пару раз интервью было. Я считаю, конечно, было бы хорошо, чтобы больше было высказываний, да, на этот счет Минтимера Шариповича Шаймиева. Но какую-то ставить оценку я здесь не берусь. Я считаю, да, что, возможно, стоило бы вообще власти, да, активно высказаться, какой-то экспертизу научную подготовить всему этому, обосновать это более детально. То есть я считаю, что, например, Госсовет принял поспешно это решение, что это не обязательно было решение вот такое принимать, что с этим можно было еще работать и не принимать капитуляцию. И капитуляция Государственного Совета, да, которая произошла там, 26 ноября, да, 29 ноября 2017 года, это решение именно депутатов Государственного Совета, а не там, я не думаю, что Минтимер Шарипович обходил всех и говорил, что вы должны вот таким образом проголосовать. Это решение Государственного Совета, это остается на их совести, это их решение президента России. Поступок. Айрат, вы же это знаете? Это решение в том числе и президента Российской Федерации, которого президент Российской Федерации это не та фигура, которая вот мы должны считать, что он делает все действия правильно. Вот он может ошибаться, имеет право ошибаться, и мы имеем право сообщать об этой ошибке. И мы должны, если в случае этой ошибки, а он избранный большинством, так получается, да, что он избран большинством населения России, и мы должны считаться с этим фактом. Если ошибка есть со стороны, мы должны донести максимально информационно там, и так далее, и показать гражданскую солидарность в отношении этого вопроса. Я считаю, что, к сожалению, в республиках, других даже, да, республиках, эта солидарность не была показана, что не дожали, так скажем, гражданское общество. Мы не показали солидарность всех республик, не показали кооперацию различных национальных организаций, что просто, это была полная неожиданность. Сейчас вот, если за этим обращением, которое приняли мы, пойдет больше национальных организаций, мне кажется, что шансов пойдут, а мы видим обращение, там есть представители очень разных республик, да, и мы это позиционируем, что там есть республика Бурятия, республика Саха-Якутия, республика Коми и так далее, да. Если мы покажем это, да, мне кажется, шансов того, что законопроект не будет принят, гораздо больше. Тем более у автора законопроекта нет возможности сейчас апеллировать словам президента, потому что не было такого факта. Никто не говорил, что родной язык должен быть как предмет добровольным. Вот вы говорите о том, что вы считаете то заявление Владимира Путина и последующие события ошибкой. И то, что, возможно, хотелось бы вам, чтобы Минтимер Шаймиев выступил чуть более ярче. В марте вы всей дружной компанией пришли в штаб Владимира Путина на территории Казани, где вы очень, наверное, мило беседовали с Минтимером Шаймиевым, который призвал, опять-таки, голосовать за Владимира Путина. Зачем, во-первых, вы туда пошли? Первый вопрос. У нас не так много времени, поэтому по возможности быстро. Почему вы не считаете ли вы позором призыв Шаймиева голосовать за Путина? И что вы с ним обсуждали, что, может быть, мы СМИ не знаем? Средства массовой информации присутствовали на встрече? Может быть, там были какие-то еще, может, выгнали? Нет, какой-то кулуарных разговоров не было. Если говорить о том, нас там позвали буквально за 1-2 дня. Не всей компании, да, то есть форум был представлен 2 людьми. Вот. И встреча позиционировалась не как встреча там, предвыборная, да, какая-то. Вот.
честно говоря, я только подойдя туда понял, что это штаб Путина, да, а встреча позиционировалась как встреча с представителями молодежно-татарских организаций. Да. И я считаю, что встреча имела для нас достаточно хорошие результаты, предварительные результаты. Мы поговорили о татарских школах, а это моя, так скажем, идея фикс, что и не только моя, представителей татарской интеллигенции, что нужно называть татарские гимназии, что вот татарская гимназия должна быть вот такая, да, мы представили презентацию, мы поговорили о татарском университете, мы поговорили о развитии татарской культуры. И были предварительные некие результаты, что нам нужно дальше встретиться и более детально обсудить то, как мы видим развитие школы, университета и молодежного культурного центра татароязычного. Да. Пока эта встреча не состоялась, я надеюсь, что такая встреча будет и будет принято конкретные решения по ее результатам. Вот. Не считаете ли вы позором призыв Митимира Шамиева голосовать за Владимира Путина? Нет, я не считаю это позором. Почему? Здесь несколько моментов. Я считаю, что элита республики, я считаю, что большинство элит других субъектов Российской Федерации, они искренне считают, что единственным возможным человеком, который может стать президентом Российской Федерации в нынешних условиях, это Путин. Это их выбор. А не кажется ли вам, что лучше было промолчать хотя бы из-за татарского языка? Не призывать и не призывать. Просто обойтись без этого. Вы, как татарин, вам это не стыдно за такой призыв? Человека, который десятилетиями управлял республикой, переживал, при нем был татарский язык обязательный, он его и вводил, эти 5 часов в неделю. Нет, мне не стыдно. Не стыдно? То есть какое-то чувство стыда за кого использовать. Это когда вы слышали, то чувство, которое... Да? Вот он же когда призыв... может, вы уже были в этом помещении, когда он об этом сказал журналисту? То есть, нет, для меня это нормально, что человек призывал в 2012 году, в другие годы призывал. И когда был татарский язык? Да, когда был татарский обязательно. И он просто продолжил эту линию. И я думаю, что все-таки теплится у них надежда, что будет возвращение к нынешнему положению. Не ближайшие 2-3 года, но когда-нибудь будет это возвращение. И есть понимание, что все-таки в последнее время было мало внимания развитию татарской культуры и языка, и что нужно включать, может быть, другие механизмы. Нет возможности сейчас всем преподавать татарский язык, но нужно делать тогда через другие формы. И в этом понимании я вижу и Митимира Шариповича Шамиева, и во власти, партнера, который, надеюсь, поможет нам в этом. То есть наши интересы в этом совпадают. Какие-то политические предпочтения, политические интересы, относительно кандидатов на пост президента, это две параллельные вещи, я считаю. Развитие культуры, развитие языков, пока это никто не запрещает. Если это такое произойдет, я думаю, что все-таки наша реакция будет, наверное, другой. Потому что есть те вещи, те струны, затрагивая которые, просто человек приходит, я говорю, к отчаянию, отчаяние приводит к отчаянным действиям. Я надеюсь, что такого не произойдет, что не будет перейден Рубикон, что не будет массового отчаяния и не будет массовых отчаянных действий. Спасибо большое. В нашем проекте «Реальные люди» сегодня был заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи Айрат Файзрахманов. Смотрите нас на нашем сайте delreal.org, в наших социальных сетях и на канале в YouTube. До свидания.